ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мир вам, милость Аллаха и благословение. Альхамдулилля, у нас с вами следующая встреча по изучению фикха, тех правил, тех норм, которыми мы встречаемся каждый день с некоторыми, каждую неделю, как джум'a. А некоторые постулаты, некоторые религиозные обряды повторяются у нас из года в год. И как раз наша сегодняшняя тема — салятуль айдайн, молитва двух праздников. Значит, называется аид. Почему? Потому что от слова ауд, от слова ауд — возвращение. То есть человек, получается, что не только человек, но как бы сам этот день, само вот это явление, сам вот этот ритуал, что делает, он проходит, а потом возвращается, радуя нас. И что делается? И получается, вот проходит, возвращается, проходит, возвращается. И таким образом праздники по-арабски называются аид, от слова ауд, возвращение. И также праздник называется аид праздником, потому что в эти дни от Аллаха людям идет особая милость, особое благословение. Молитва аид, намаз аид, праздничная молитва, праздничный намаз является ваджибом тому человеку, кому джума намаз, пятничный намаз является фардом. Вы можете вернуться и повторить условия. То есть, коротко говоря, возлагается как ваджиб на тех людей, которые достигли совершеннолетия, половой зрелости, они находятся в своем уме, они проживают в одном месте в данный момент, не являются путниками. И таким образом вот эти люди, для них является ваджибом пойти, посетить и совершить праздничный намаз, будто это праздничный намаз по случаю окончания месяца Рамадан, называется праздник разговения, либо же это праздник жертвоприношения. И этот намаз не является ваджибом для женщин, и для путников, и для больных людей, которые не в состоянии сами по себе пойти для совершения этого намаза, этой молитвы. Обычно, конечно, некоторые люди что делают? Отправляются в свои родные края, где они родились, где они росли, и там они совершают этот намаз. Да, они являются путниками, в принципе, для них это не является ваджибом в данном случае, но все равно что? Они специально по этому поводу туда приезжают, и поэтому что делают спокойно, поэтому посещают. То есть, другими словами, если путник посетит пятничный намаз, либо же праздничный намаз, то в этом нет греха. И спокойно может совершить, и пусть Аллах от него примет. Далее, когда же совершается эта молитва? Значит, время этой молитвы. Помните, мы с вами изучали времена намаза. Время утреннего намаза, обеденного, послеобеденного и так далее. Время этого праздничного намаза, будто это праздник жертвоприношения, будто это праздник разговения, начинается спустя примерно 20, 30, 40 минут после восхода солнца и длится почти что непосредственно до обеденного намаза, то есть длится до зенита. И любое в это время, если, допустим, имам или же муфтият что делает? Договариваются о том, что время намаза будет на 6 часов утра, на 9 часов утра, на 10 часов утра, на 11 часов утра. То есть все это время является дозволенным, и все это время является чем? Временем праздничного намаза. И поэтому, где как договариваются, так и совершают. Но самое главное, что это время находится спустя 20, 30, 40 минут после восхода солнца и до зенита. Но обычно стараются совершить заранее. В некоторых местностях что делают? Люди приходят на утренний намаз,
ко второй половине, скажем так, утреннего намаза, совершают утренний намаз коллективно, и пока что проводится лекция, пока что объясняются некоторые постулаты, допустим, праздника, обряда жертвоприношения, либо же праздника разговения, аспекты, хукмы, постановления закатуль фитр, то есть садака разговения, милостыни на разговение. И таким образом время проходит, и по наступлению времени, спустя 20-30 минут после восхода солнца совершают праздничный намаз. Такая практика тоже имеется, и это тоже правильно, и пусть Аллах примет. Далее, порядок, то есть способ совершения, порядок совершения, значит, или же, скажем так, образ совершения. Первый момент, для праздничных намазов не читается азан. Мы с вами знаем, что для каждого намазов из 5 намазов, и также для джума намаза читается азан. Читается азан, призыв к молитве. И непосредственно перед фардом читается икаме, камет. Для праздничного намаза ни азан, ни икама не читаются. Не читается. Но желательно, что сказать, желательно сказать ас-салятуль джамиа, то есть коллективная молитва. Но обычно это не говорится, и в этом нет никакого греха, и никакого упущения. Значит, праздничный намаз, праздничная молитва совершается по 2 ракаата вслух. То есть, как у нас совершается 2 раката утренний намаз, как у нас совершается 2 раката джума намаз, фард имея в виду, таким же образом совершается 2 раката молитва приветствия мечи, молитва, праздничная молитва, праздничный намаз, один в один практически, но с небольшим изменением. С каким изменением? В праздничном намазе, прямо внутри намаза, присутствуют дополнительные такбиры. Дополнительные такбиры. Что за дополнительные такбиры? Ну, вот представьте себе, как, например, человек совершает утренний намаз. Как вы, допустим, совершаете утренний фард намаз. Вознамерились, Аллаху Акбар, вступили в намаз, прочитали Субханак Аллахумма, и сразу же после этого, то есть до чтения Корана, что делается? Читаются дополнительные 3 такбира, дополнительные 3 такбира. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И потом имам приступает к чтению фатихи и другой суры после фатихи. Это в первом ракаате. Во втором ракаате, как имам завершает чтение суры, до совершения поясного наклона читаются дополнительные 3 такбира также. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И 4-й такбир Аллаху Акбар уже на руку. Уже на руку. Здесь некоторые задают вопрос, нужно ли что делать, то есть как держать руки. То есть каждый раз, когда делается такбир, мы поднимаем руки так же, как поднимаем руки в начале намаза. И между такбиром, то есть Аллаху Акбар, руки что делаем? Опускаем. Руки опускаем. То же самое и во втором ракаате. Здесь, например, возможно, вы на праздник окажетесь, допустим, в том регионе, где распространен шафиитский мазхаб. И там намаз будет совершаться, праздничный намаз будет совершаться по шафиитскому мазхабу. И оба мазхаба, и ханафитский, и шафиитский, другие мазхабы, все они имеют основание в сунне. Но шафиитский мазхаб, то есть праздничный намаз по шафиитскому мазхабу отличается от праздничного намаза по ханафитскому мазхабу. Чем? Такбиры в шафиитском мазхабе у нас по ханафитскому по 3. В первом ракаате 3, во втором ракаате 3. У шафиитов в первом ракаате 7 такбиров, во втором ракаате 5 такбиров. 5 такбиров. И оба они совершаются как? И оба эти такбиры совершаются до чтения Корана, до чтения Аль-Фатихи. Поэтому, если вдруг вы на празднике окажетесь в тех регионах, имейте в виду, что намаз совершается, скорее всего, вот таким вот образом. Дальше. Значит, праздничный намаз, будто праздничный намаз разговения, либо же намаз праздника жертвоприношения, они совершаются абсолютно одинаково. Абсолютно одинаково. Исключение составляет то, что во время праздничного намаза
по случаю жертвоприношения, по случаю праздника жертвоприношения, там читаются еще дополнительные такбиры. Называется такбиратуль ишрак. Ташрик. Или просто иногда говорят в народе такбир ташрик. Такбир ташрик. И эти такбиры читаются после каждого фард намаза. После каждого фард намаза. То есть это, в принципе, к нашему праздничному намазу не относится. Дальше. Некоторые ахкамы, некоторые постулаты, некоторые правила по поводу праздничного намаза. Первое. Значит, праздничный намаз как обычный намаз. Те же самые условия. Те же самые условия, что для обычного намаза. То есть омовение, направление в сторону Каабы, совершение в незапрещенное время, совершение вовремя, чтобы одежда была чистая и так далее, и так далее. Но все это вы прекрасно знаете. Дальше. Но если же вдруг получается так, помните, мы с вами про таяммум говорили, если вдруг получается так, что время, не время намаза, а намаз уже дочитывают, и вы конкретно оказались, кто-то конкретно оказался в ситуации, что если он пока пойдет совершить омовение, намаз уже завершится, он что делает в этом случае? Совершает таяммум и встает для совершения праздничного коллективного намаза. То есть в этом случае таяммум дозволяется. Как мы с вами сказали, что таяммум дозволяется для праздничного намаза и для джиназа намаза. Дозволяется, имея в виду, при наличии воды, при отсутствии каких-то болезней. То есть только по причине того, что время намаза уже, не то что время, именно сам намаз уже завершается. Дальше. Дополнительные такбиры в намазе, в праздничном намазе являются ваджибом. Если человек, имам в данном случае, их забыл произнести, то в этом случае что ему необходимо сделать в конце две искупительные саджды, которые называются саджды саху. Но если же народу много, или может даже очень много, и имам опасается, что люди не поймут его, если он после одного саляма пойдет делать еще два земных поклона, и он боится, что они за ним не последуют, и их намаз будет нарушен, в этом случае что? В этом случае он это саджду саху, две искупительные саджды, не делает. Об этом мы с вами тоже говорили. Дальше. Если человек немного запоздал и успел войти в намаз после того, как имам уже произнес праздничные такбиры, он включается в намаз, он приобщается к этому намазу, он вступает в намаз за имамом. И что делает? После вступления он что делает? Читает эти дополнительные такбиры уже без дуа «Субханак Аллахумма». То есть здесь опять же получаются приоритеты. Какие приоритеты? Ваджиб отдается приоритет перед сунной. «Субханак Аллахумма» является чем? Является сунной. Следование имаму является ваджибом. Также произнесение этих ваджибов тоже является ваджибом. Поэтому он вступает в намаз, произносит эти такбиры. И далее что делает? Далее следует за имамом. Дальше. Если же молящийся кто-либо из людей успел дойти в мечеть и войти в намаз только ко второму ракаату, что он делает? После того, как имам дает салям направо и налево, он поднимается и что делает? Дочитывает тот пропущенный первый ракаат со всеми такбирами. То есть как полагается, как положено. Если же, например, человек успел к мечети на намаз уже тогда, когда имам уже сидит и читает ат-тахият, аль-ку'уд аль-ахир называется, последнее сидение, ташахуд называется еще. В этом случае, что он делает? Также приобщается к этому намазу, также он подключается к этому намазу, и что делает? После того, как имам дает салям направо и налево, он поднимается и восполняет две пропущенные ракаты, то есть целиком намаз практически. Не практически, а так и получается, целиком намаз возмещает со всеми такбирами. Если вдруг имам ошибся и начал читать эти такбиры не в положенном месте,
например, он и в первом ракате, и во втором ракате прочитал эти такбиры до чтения Корана. Что делать? Молящиеся за ним следуют. То есть они, скажем так, этому имаму в данном случае подчиняются, потому что они вознамерились совершать намаз именно за имамом. Если же он, допустим, уже стал на третий ракат, что делают? За ним тоже следуют. Следующий момент. Если же этот намаз был пропущен человеком, то все, он уже пропущен. Согласно ханафитскому мазхабу, он не может возместить этот намаз дополнительно один. Ну, человек проспал, к примеру, это раз. Не успел. Он выехал вроде как пораньше, но попал в пробки, там была авария и что-то еще. То есть самые разные причины могут быть. Он просто не успел к этому намазу. Он не успел на этот намаз. Все, время намаза, не время намаза, то есть все его, этот намаз его миновал. Но если же, допустим, он успел на намаз, но у него омовение нарушилось, вот, допустим, он добежал, там переволновался, только вступил в намаз, и из его носа там потекла кровь. Потекла кровь. Омовение нарушено. Он что сделал? То есть пока он остановил кровь, допустим, вытер, в этом случае он уже омовение не будет брать, потому что, скорее всего, опоздает, если омовение будет брать. Он, допустим, совершает таяммум, но все равно он не успел. Он не успел. Он как бы вроде успел, а потом что? У него было омовение нарушено. После этого он может все-таки 2 раката намаз прочитать. Это будет неким таким нафиль намазом. То есть он может прочитать эти 2 раката, и это будет некий такой нафиль намаз. Нафиль намаз. Дальше. По поводу как раз нафиля. Порицается совершать дополнительные намазы, дополнительные нафиль намазы до праздничного намаза. Неважно, это будь то в мечети или дома. Будь то в мечети или дома, без разницы, является порицаемым. И также порицается совершать намаз дополнительный в мечети, но не порицается дома. Допустим, человек пришел в мечеть в то время, когда время духа намаза, или просто он пришел в мечеть, и согласно ханафитскому мазхабу в данном случае что? Является порицаемым совершить молитву приветствия мечети, является порицаемым совершить духа намаз. Это и дома до намаза, и в мечети до намаза. Допустим, он вернулся после намаза домой, он спокойно дома может что делать? Совершить, допустим, духа намаз. В этом случае не будет порицаемым именно после намаза, именно дома, совершение нафиль намаза. И приводится в 2 достоверных источниках имама Аль-Бухари и имама Муслима: «Анна Расуль Аллах саллаллаху алейхи вассалям хараджа фасалля бихим аль-ида». То есть посланник Аллаха Мухаммад алейхи салату вассалям вышел из дома и совершил с людьми праздничный намаз. «Валям юсалли кабляха валя ба'даха». И не совершил до праздничного намаза ни до, ни после. Именно в мечети, ни до, ни после. Что касается ученых шафиитов, является порицаемым по шафийскому мазхабу, то есть это порицание касается только имама. Только имама, и не касается коллектива. Дальше. Что касается, допустим, скажем так, простолюдин, людей, которые очень мало знают о своей религии, и они пришли в мечеть, и они где-то слышали, что приходя в мечеть, все-таки желательно совершить 2 раката молитву приветствия мечети, и они что делали? Пришли, там кто-то пришел и начал совершать. Пусть совершает. Почему? Возможно, он не будет дома ничего совершать. Пусть здесь он совершит. И передается, интересно, такой мудрый поступок, мудрое решение от имама Али, рады Аллаху анху, который является вратами в город знаний. То есть посланник Аллаха является городом знаний, имам Али является вратами в этот город. Так вот, передается: «Энна сайидана Алиян, рады Аллаху анху, ра'a раджулян юсалли ба'да салат аль-иди факиля». То есть имам Али, рады Аллаху анху, увидел некого человека, который совершал намаз после праздничного намаза, факиля, и ему сказали, имаму Али сказали: «Ама тамнауху я амир аль-муминин, о повелитель правоверных, разве ты не воспрепятствуешь этому?» Факаль, и он сказал: «Ахафу ан адхуля тахта аль-ваид». Я, говорит, боюсь попасть
под угрозу, которая упоминается в Коране. Каля Та'аля, и он упомянул аят из суры Аляк. Ста'идhu билля, эраэйта аллази янха абадан иза салля. Видел ли ты того, кто запрещает человеку, когда он совершает намаз? То есть этот аят действительно содержит некую такую угрозу. И он боялся даже в таком случае, когда от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, приходит, что он не совершал ни до, ни после, и он увидел, как человек совершает намаз после праздничного намаза, то есть нафиль намаз, он не стал ему препятствовать в этом случае. То есть это действительно, имам Али является действительно одним из знающих сподвижников, ученых, мусульман. Дальше. И последнее. Если взять джума намаз, хутба является условием. Хутба является условием действительности намаза, мы с вами говорили. Что касается праздничного намаза, то хутба является сунной. Хутба является сунной. Дальше, следующий учебный вопрос. Сунны праздника. Сунны праздника. Значит, является сунной праздничного намаза или же праздника. То есть все те же сунны, которые касаются джума намаза, являются суннами и для праздника, для праздничного намаза. Что это? Это гусль. Это полный гусль. Это одеть красивую одежду. Это что делать? Умаститься благовониями. Это хорошенько умыться, почистить свою ротовую полость. Это радоваться и радовать. Это пораньше отправиться в мечеть, чтобы получить то вознаграждение, то достоинство, которое полагается согласно хадису. И также ожидать наступления времени или же наступления начала намаза. Дальше. Что касается праздника разговения, то есть после Рамадана, то желательно что сделать? Желательно до выхода из дома, до направления в мечеть, что сделать? Ну, что-то поесть. Что-то поесть. Что желательно, чтобы это были финики. В соответствии с сунной пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Если тут что-то будет другое, это тоже будет, иншаллах, сунной, но финики все-таки это лучше. Что касается праздника жертвоприношения, то является желательным сунной, что сделать? Скажем так, позавтракать уже едой, мясом жертвенного животного, в том случае, если это возможно. Если же это невозможно, тогда желательно что делать? Желательно пойти в мечеть, скажем так, соблюдая некий такой пост. Кстати говоря, некоторые так и называют полудневный пост. Когда мне, я помню, задавали вопрос, то есть про полудневный пост. То есть вот что имеется в виду под полудневным постом. На самом деле это не пост, это просто воздержание от пищи. То есть это не полноценный пост, это также соответствует сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но после праздника жертвоприношения человек возвращается и спокойно может поесть. До желательно не есть. Если же ему нужно поесть, допустим, потому что в некоторых регионах отправиться в мечеть занимает там 1,5-2 часа. Сама молитва тоже там часа 1,5. Обратно возвращается 1,5-2 часа. Таким образом полдня проходит у него на дорогу и на намаз. И поэтому, допустим, если у него организм требует, спокойно может поесть. То есть это не является запрещенным. Поесть имею в виду до выхода из дома. На праздник жертвоприношения. Дальше. Является сунной желательным деянием читать такбиры по пути в мечеть. И когда люди направляются на праздник жертвоприношения, желательно, чтобы эти такбиры были вслух. В некоторых регионах люди такие, что делают, вместе собираются, там заговорили на какое-то время выйти, собираются, там через какое-то расстояние останавливаются, читают такбиры. Что касается праздника разговения, то эти такбиры тоже желательно, но про себя. И такбиры не читаются уже по возвращению из мечети. То есть, когда человек обратно из мечети направляется домой по дороге, он уже по дороге обратно домой уже не читает такбиры. То есть, такбиры только по дороге в мечеть. Дальше. Желательно, является сунной, желательно что делать? Направиться ему в мечеть по одной дороге, вернуться по другой дороге. Это также соответствует сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям.
Это раз. Второе, иншаллах, вот эта дорога в день суда будет свидетельствовать перед Аллахом, что это, он скажет, что это такой-то, такой человек прошел по мне, направляясь в мечеть, и вернулся по мне, направляясь в мечеть, из мечети, это раз. И второе, что, третье, что он будет встречать других людей, допустим, пошел по одной улице, возвращается по другой улице, конечно, это касается больше сельских местностей, когда люди направляются в мечеть именно пешком. Он пошел по одной улице, возвращается по другой, он этого встретил, поздравляет, этого встретил, поздравляет, этого встретил, поздравляет, таким образом, что распространяется мир и добро, и дружба, и братство, иншаллах. Дальше является сунной, желательным действием, поспешить с выплатой милостыни разговения до намаза. До намаза. Но если человек сделает это до праздничного дня, нет проблем. Даже, возможно, это будет даже лучше в его случае, в конкретно отдельном случае. Например, он кому-то передал эту милостыню разговения, допустим, за день до праздника, за два дня до праздника. И таким образом, что сделал? Оказал, скажем так, некую такую милость тем людям, обездоленным людям, которые нуждаются. Дальше. Желательно, чтобы ночи этих праздничных дней, то есть получается, завтра мы пойдем на праздник, вот эта ночь, сегодняшняя ночь, считается ночью праздничного дня. То есть получается, что солнце закатилось, солнце зашло, наступил следующий день по лунному календарю. То есть, поэтому, например, вы, наверное, замечали, что когда наступает Рамадан, мы сегодня еще не постились, но сегодня уже совершаем таравих намаз, а последний день мы постимся, но таравих намаз не совершаем. Почему? Потому что с заходом солнца, то есть у нас по лунному календарю, по исламу, день начинается с заходом солнца. Точнее, сутки начинаются с заходом солнца. Солнце зашло, наступил следующий день. И вот получается, сегодняшняя ночь, завтрашний день, это как раз и целиком получается праздник. И вот эту ночь желательно что сделать? Желательно оживлять. Совершить дополнительные намазы, зикры, чтение Корана. Также что можно сделать? Также можно постараться поддерживать родственные связи и так далее. То есть благодеяний очень много. И передается в одном хадисе: «Ман кама лейлатай айдайни мухтасибан». То есть кто выстаивает 2 ночи двух праздников, мухтасибан, то есть надеясь на вознаграждение, лям ямут кальбуху яума тамутуль кулюб. Его сердце не умрет тогда, когда умирают другие сердца. Тогда, в тот день, когда умирают сердца. Дальше идем. Теперь у нас такбир ташрик. Такбир ташрик. Ташрик это дни праздника и после праздника дня разговения. А более правильно, конечно, это дни после праздника разговения. То вот такбир и ташрик. Такбир и ташрик являются чем? Являются ваджибом. А теперь внимание, с какого дня? С какого дня? С утреннего намаза дня Арафа. Далее дни праздничные. И заканчиваются 4-м днем аср намаза. Получается что? Смотрите. У нас 9-й день месяца Зуль-Хиджа, день Арафа. Я думаю, что много об этом слышали, много в этот день, наверное, постятся. Потом день праздника разговения, это 10-й. Потом 11-й. Потом 12-й. Сколько получилось? 4 дня. Потом 13-й. То есть 5-й день. Получается от праздника, 4-й день, вот 5-й. И таким образом, что получается? С утреннего намаза дня Арафа начинаем читать праздничные такбиры, такбиратуль ишрак, такбиратуль ташрик после каждого фард намаза. 5 намазов 9 числа месяца Зуль-Хиджа. 10-го 5, 10 получилось. 11-го 5, 15 получилось. 12-го 5, 20 получилось. И до аср намаза, вот следующего дня, получается 23 намаза. То есть аср включительно. Получается 23 намаза. После каждого из этих 23 намазов является ваджибом, согласно ханафитскому мазхабу, что делать? Читать праздничный такбир, такбир ташрик. Это требуется и от женщин, и от мужчин.
от мужчин и от женщин. И также неважно, является ли намаз коллективным намазом, либо же этот намаз совершается отдельно, каждым человеком отдельно. И неважно, является человек мукаим, то есть на постоянном месте жительства, не путником, либо же он является путником, без разницы. В данном случае от всех требуется что? От всех требуется совершение чтения этих такбиров после каждого обязательного намаза. Форма какая? Аллаху акбар, ла иляха илляллаху, аллаху акбар, валиллахи хамд. Ваджибом является один раз. Ваджибом является один раз. Даже если вдруг намаз является пропущенным. Если кто-то решит прочитать 3 раза, пожалуйста, это мустахаб, это поощряемо, иншаллах, за это полагается вознаграждение. Но 1 раза достаточно. Мужчины читают вслух, женщины про себя. Женщины про себя. Не успели мы с вами завершить эту тему. У нас еще остается хутбатуль аид, то есть праздничная хутба. Праздничная хутба. Ну, давайте коротко все-таки скажем. Мы с вами говорили про хутбу пятничную. Здесь, в принципе, все то же самое. Праздничная хутба является сунной к намазу. То если вдруг кто-то совершит намаз и не будет прочитана хутба, иншаллах, праздничный намаз действителен. Вопрос о пятнице, хутба является условием обязательным, поэтому пятницу не пропускаем никак. Это раз. Второе, праздничная хутба, праздничная проповедь также состоит из 2 проповедей, как и пятничном намазе. Зачастую нам это кажется как бы одна хутба, но это больше касается именно имамов. Они в этом вопросе разбираются. Далее, третье. Если во время пятничного намаза у нас хутба читается до намаза, проповедь дается до намаза, то во время праздничных намазов хутба делается после намаза. Четвертое. Имам, когда ведет эту хутбу, эту проповедь, что он делает? Он раскрывает актуальную тему. Если это праздник жертвоприношения, тогда он будет говорить про жертвоприношение. Хотя ему желательно это сделать на пятничном проповеди до этого дня. То есть последняя пятничная проповедь перед праздником. Чтобы люди уже могли узнать, если есть вопросы, подойти спросить и подготовиться должным образом. Если это праздник разговения, тогда имам что может сделать? На праздничной хутбе, на праздничной проповеди может раскрыть все аспекты, все тонкости, мудрости, милостыни, разговения. Хотя мы с вами говорили о том, что милость на разговение должна быть выплачена, должна быть отдана до праздничного намаза. А еще лучше даже еще раньше. По сунне это до праздничного намаза, но на сегодняшний день, если мы видим, что в этом есть какая-то актуальность, что в этом есть какое-то благо, это можно сделать заранее. И повторюсь, тонкости садакатуль фитр, милостыня разговения, также имам может что делать? Раскрыть на последней пятничной проповеди перед праздником. На этом мы с вами завершаем. Просим Аллаха, чтобы Аллах помог нам все эти праздничные дни должным образом проводить. Просим Аллаха, чтобы Аллах довел нас до многочисленных этих праздничных намазов, чтобы эти праздничные намазы стали для нас искуплением наших грехов, чтобы эти праздничные намазы, праздничные дни стали дополнительной возможностью для обретения еще больших добрых деяний, благодеяний. Аминь. جزاكم الله خيرا за внимание. Субханак валхамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.